Здравствуйте, мои дорогие любимые! С вами снова Карина. И сегодня мы с вами погадаем на колоде Ленорман, Лунный Клэр и колода у нас Натальи Степановой на такую тему: что вам хотел бы сказать загадный человек, но молчит. Итак, значит, первая карта покажет ваше отношение к этому человеку. По ней вы будете ориентироваться, правильно ли вы выбрали позицию. Напоминаю, что эта тема любовная. Итак, значит, наши три карты, три позиции. Вот смотрите, первая, вторая или третья. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите на свой тайм-код. А мы с вами начинаем с самой первой позиции, остальные я пока убираю в сторону. Итак, что хотел бы вам сказать загадный человек, но молчит. Первая карта — ваше отношение к этому человеку. И мы здесь видим карту звезда. Звезда показывает то, что вы очень надеетесь на этого человека, но он может находиться буквально на расстоянии от вас. Возможно, это отношение на расстоянии или человек куда-то уехал. Но также эта карта показывает, что вы верите, что вы надеетесь, что вы превозносите этого человека, обожаете, любите. И, конечно, никогда в жизни не хотели бы, допустим, отказываться от общения с этим человеком. Человек вам очень дорог. Вот если вы чувствуете то же самое, то продолжайте, позиция ваша. Теперь мы с вами посмотрим, а как этот человек относится к вам. Итак, значит, как человек к вам относится, вышла карта Солнца. Вот смотрите, вы звезда и Солнце. Это уже очень интересно, это уже знак для вас. Отношения явно под благословением находятся высших сил. Карта Солнца показывает, что человек тоже на вас надеется, очень сильно, скорее всего, любит, испытывает притяжение, чувства, испытывает всю гамму яркость этих чувств и, конечно, восторгается вами, обожает, мечтает, думает. Вы ему являетесь во сне, днем тоже думает постоянно. Он встает утром с вами, засыпает с вами, и во сне вы тоже рядом с ним. В общем, эта карта очень удачная. Она показывает, что человек буквально считает, что вы для него большая в жизни удача и большое счастье. Каких отношений хотел бы с вами загадный человек? Если вам мешает ветер, я извиняюсь. Каких отношений с вами хочет загадный человек? Вышла карта Всадник. Всадник показывает, что если вы на расстоянии находитесь, то человек хотел бы встретиться с вами лично и быть как можно ближе к вам. Возможно, этот человек приедет или примчится. Но даже если вы находитесь в одном городе, общаетесь, карта показывает, что человеку нужны яркие, интересные отношения. Вот прям буквально, чтобы это было искрометно так. Много чувств, много эмоций. Человек хотел бы, чтобы вы выражали эмоции по отношению к нему, а он бы выражал эмоции по отношению к вам. Человеку хотелось бы ярких, чувственных, интересных, разнообразных, веселых отношений. Хотелось бы вместе куда-то пойти, поехать, провести время. Кстати, по карте Всадник часто человек может проявить инициативу в ближайшем будущем. Что хотел бы сказать вам загадный человек, но молчит? В чем бы он хотел признаться? И вышла карта Женщина. Женщина показывает то, что если вы загадали мужчину, то, возможно, к нему пристает какая-то женщина. Она лезет к нему в жизнь, она навязывается, она является вашим врагом. Человек не хотел бы вас расстраивать, но все равно ему бы внутри хотелось, чтобы вы о ней знали, и чтобы знали, что да, есть недоброжелательница, что она в нем заинтересована. Что еще он бы хотел сказать, да? Кстати, если это женщину вы загадали, то она подозревает, что у вас есть какая-то женщина, и хотела бы, чтобы у нее не было конкуренток. Вот так. Что еще хотел бы сказать этот человек?
Корабль. Вот опять же, если вы на расстоянии, то хотел бы человек встретиться, приехать, или чтобы вы приехали, общаться больше, быть ближе, хотел бы ярких отношений. И на самом деле, может, и скажет об этом, лично даже. Но если вы не на расстоянии находитесь, человек хотел бы вместе отправиться в путешествие. Также карта показывает, что этот человек хотел бы избавиться от трудностей и тяжести в отношениях, хотел бы более легких и приятных отношений, чтобы все было без напряга, да, вот чтобы все было хорошо между вами. Давайте еще посмотрим на оракуле Натальи Степановой, а что бы хотел этот человек вам сказать. Море, океан. Любовь большая, сердце твое пленит. Конечно, человек хотел бы сказать о своей любви, о чувствах, но также, опять же, как и корабль, здесь выпало море. Может быть, человек хотел бы с вами отправиться на море, а может быть, просто встретиться, если вы вдруг на расстоянии. То есть, опять же, карта может показывать расстояние. Ух ты, кто-то летит. Такой шум. Извиняюсь. Ну, вот такой вот у нас был первый вариант. Теперь мы посмотрим второй вариант, вторую позицию. Итак, первая карта – это что вы чувствуете к этому человеку. И вышел крест. Крест показывает, что отношения вы считаете кармическими, судьбоносными, но при этом как бы какими-то тяжелыми, с тяжелой кармой, тяжелая судьба вас соединяет. Много проблем в этих отношениях. Вы считаете, что и человек в вашу жизнь принес какие-то проблемы, скорее всего. Преграды, препятствия, добавил проблем, добавил трудностей в вашу жизнь. Также крест показывает то, что иногда человек может воспринимать, вот вы, да, что вы несете эти отношения на себе, как тяжкий крест. Если вы ощущаете связь с этой картой, продолжайте смотреть, что хотел бы вам сказать загадный человек. Вам от него буквально письмо, сообщение. Что этот человек к вам чувствует, как он к вам относится. Вышла карта клевер. Человек легко, непринужденно, спокойно, приятно к вам относится, испытывает добрые чувства, без зла, без единого, так скажем, плохого умысла, без единой плохой мысли о вас. И внутри нет ничего гадкого, порочного, корысти нет. Человек хорошо относится, скорее всего, либо любит, либо испытывает влюбленность, либо вы нравитесь. Ничего плохого человек явно не задумал, не чувствует, что может вам сделать плохое. Это простодушный человек и считает, что очень большая удача в жизни, что вы встретились, что ему очень сильно повезло. Каких отношений человек хочет с вами? И здесь мы видим карту дом. Человек хотел бы с вами брака, семьи, детей или просто хороших семейных взаимоотношений, чтобы ваши родственники знали друг друга, чтобы вы все общались вместе, чтобы у вас общий дом, семья, если у вас есть другие дети там от другого брака или у него, чтобы все тоже вместе были. Человек надеется на серьезные отношения, на продолжение гармоничных отношений. И, конечно же, раз человек считает, что большая удача, что вы в жизни встретились, хочет продолжать серьезные отношения с вами. Даже если вы знакомы недавно, человек хотел бы именно серьезных отношений и брака в будущем. Что хотел бы вам сказать этот человек, но молчит? Какое сообщение передать? Вышла карта башня. Башня в Ленорман – это совершенно не похожая на карту башня в Таро. Это карта защиты и очень большой основательности и надежности. Человек хотел бы сказать, что, допустим, он хочет работать ради вас, зарабатывать деньги, защитить вас, чтобы отношения были под защитой, чтобы никто не вредил, укрепить отношения, быть ближе, быть рядом, чтобы вы в нем не сомневались, обеспечить надежность и опору в отношениях.
Что еще хотел бы человек сказать? Вышла карта сад. Сад показывает, что человеку хотелось бы больше незнакомых мест посещать, но вместе с вами. Этот человек заинтересован в совместных приключениях, в том, чтобы ходить куда-то вместе, в кино, в театр, в парки, в сады ботанические. Вот. Ездить куда-то за границу, вместе изучать иностранные языки. В любом случае, эта карта очень светлая, хорошая. Человек, если вас плохо знает, хотел бы узнать о вас побольше. И скажет об этом обязательно в будущем. Ну и что еще хотел бы сказать? Давайте посмотрим на оракуле Натальи Степановой. И вышла карта «Лес-батюшка». В чаще глухой ждет тебя тайна. Все разрешится даже лучше, чем ты думаешь. Да, то, что человек скрывает, это только положительное. Человек не скрывает, за пазухой не держит нож, плохого не держит. А наоборот, когда я раскрою тебе тайну, ты обрадуешься. То есть об этом хотел бы человек вам поведать и сказать. Ну, вот такой ответ по третьей позиции. По второй позиции, извиняюсь. А мы переходим к третьей позиции. Что вы чувствуете к этому человеку? Сначала смотрим. По этой карте вы ориентируетесь, правильно ли вы выбрали позицию. Вышла карта «Ребенок». Ребенок показывает симпатию, легкое отношение, веселье. Может быть, это ваш новый знакомый человек. Но если вы давно знакомы, может быть, у вас есть общий ребенок, и вы бы хотели, чтобы человек проявлял к нему заботу, внимание, тепло. Чтобы буквально не только думал о вас, о ребенке. Может быть, вы хотели бы с человеком совместных детей, да, чувствуете такую вот связь сильную, что хотели бы с человеком именно совместных детей. Также эта карта показывает то, что вы непринужденно общаетесь с человеком, вам с ним весело, хорошо. Может быть, человек даже отвечает на запросы вашего внутреннего ребенка. Такое тоже часто бывает. То есть внутренний ребенок в ком нуждается? Прежде всего в родителях. И вы, может быть, через эти отношения закрываете гештальт в отношениях с родителями. Если резонирует, идем дальше. Теперь посмотрим, что чувствует, ощущает к вам человек, которого вы загадали. Здесь мы видим собаку. Собака – это верность, надежное партнерство. Человек буквально хочет ходить за вами по пятам, ждет поощрения, ждет похвалы в свой адрес. Вообще ему очень нравится, когда вы его хвалите и говорите о нем хорошие вещи. Собака показывает верность в отношениях, серьезные отношения, даже если вы только познакомились, человек хотел бы серьезных отношений. И самое главное, это надежный друг. То есть человек может ощущать с вами такую связь, да, что я хочу быть твоим защитником, другом. Каких человек хочет с вами отношений? И вышла карта «Якорь». Надежных, спокойных. Вот знаете, когда человек выбирает для жизни кого-то, вы к нему легко так относитесь, а человек выбрал именно вас для жизни, чтобы вместе стабильность ощутить, где-то укорениться, где-то бросить якорь. Человек считает, что это вы для него вот такая опора в жизни, что можно в вашем краю, так скажем, на вашей земле, да, или просто вместе где-то бросить якорь. Хотелось бы серьезных, стабильных, спокойных отношений, без вот этих вот кульпитов, да, как, знаете, бывает в каких-то романах. Так, чуть не упала. Теперь давайте посмотрим, что хотел бы человек сказать. И вышла карта «Гора». Гора говорит о том, что у человека есть проблемы в жизни, трудности, может быть, кредиты. Человек боится, как вы отреагируете на это. Что с проблемами люди, что с кредитами. Не очень нравится другим людям, да. И, конечно, когда вы сталкиваетесь с такими вещами, это неприятно.
И может быть у человека проблемы на работе, может у человека проблемы с деньгами, или просто ему кто-то чинит препятствия в ваших отношениях. Он хотел бы сказать и поделиться, но он не знает, как вы будете реагировать на все это. Что еще хотел бы человек сказать? Ключ. Я хочу все решить. Решить проблемы. А если вы загадываете кого-то, с кем давно отношения, я хочу купить нам дом, квартиру. Ключ также показывает, что человек считает ваши отношения, это, возможно, ключ для его счастливой жизни, для вашей счастливой жизни. И для того, чтобы все наладилось, и чтобы он избавился от этих проблем, даже вот если вместе, да, что вы можете ему помочь. Еще ключ говорит о том, что человек считает большим счастьем встречу с вами и хотел бы это выразить как-то. Но не знает, скорее всего, как вы отреагируете на его проблемы. Хотел бы решить эти проблемы, а потом рассказать о них уже, когда они решены. Ну и последняя карта из оракула Натальи Степановой. Что еще хотел бы человек вам сказать, передать? Месяц младень. Рано еще думать об исходе дела твоего. Наберись терпения и жди новостей. Человек хотел бы объявиться, что-то о себе рассказать свои тайны. Но наберитесь терпения. Мол, я все расскажу, я все тебе, ты все узнаешь, но наберись терпения. И тогда у нас все получится. Ну, вот такая интересная получилась третья позиция. А всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч.